Здравствуйте! В эфире информационная программа «Настоящее время Азия» с главными событиями дня. В пражской студии Дарья Соловьева. Сегодня в программе. Сложное начало переговоров, бомбежки и теракты в самой Сирии, взаимные обвинения делегаций в Женеве. Те, что представляют сирийский режим, пусть катятся к своему режиму. 12 граждан Кыргызстана и Узбекистана сгорели заживо во время пожара в центре Москвы. 3 погибших – дети. Полиция подозревает поджог. Это были молодые люди от 20 до 35 лет. Золотая лихорадка в кыргызском Нарыне. Золота мало, но холодно, как на Клондайке. Специальный репортаж программы. Теперь посмотрим, что мы тут намыли. В сепаратистском Донецке ищут тех, кто хотел взорвать Ленина. Пока схватили волонтеров из Всемирной детской организации ЮНИСЕФ и профессора религиоведа. Когда молоко и мясо закончатся навсегда. Молоко из тараканов и котлеты из кузнечиков. Ближайшее будущее человечества. Его можно использовать для изготовления салатной заправки. Российские бомбардировщики нанесли очередной мощный удар по сирийскому городу Хомс. Как сообщает Рейтер, удар по одному из пригородов Хомса по времени точно совпадал с отъездом делегации сирийской оппозиции на переговоры в Женеву. На этом видео хорошо заметно, как сверхмощная бомба опускается на парашюте на жилой квартал. Также хорошо слышно, что удар наносится во время одного из дневных намазов. Нет никаких сомнений в том, что это именно российские бомбардировщики. Ни одной из сторон конфликта, кроме России, таких самолетов нет. С началом межсирийских переговоров совпал и один из самых кровавых терактов в сирийской столице Дамаске. На данный момент насчитывается более 70 погибших. Более 110 человек получили ранения. Террористы взорвали заминированный автомобиль в шиитском квартале. Почти одновременно поблизости произошел и второй взрыв. Смертник привел в действие бомбы в рейсовом автобусе. Ответственность за этот теракт уже взяло на себя террористическое исламское государство. Как сообщает сирийское телевидение, оба взрыва произошли в непосредственной близости от шиитской святыни Ас-Саида Зейнаб, усыпальницы внучки пророка Мухаммеда. Причем второй взрыв прогремел именно в тот момент, когда на месте первого взрыва стала собираться толпа. Вот что говорят о случившемся местные жители. Терроризм и взрывы не смогут сломить нас. Не пройдет и пары часов, и вы увидите, как все соберутся и вернутся в свои дома. Мы не боимся. Мы тверды и уверены в победе. Мы сокрушим терроризм. ИГИЛ, Аль-Нусру и Сирийскую свободную армию. Также сообщается, что многие из раненых находятся в критическом состоянии. Возможно, число жертв теракта увеличится. Сирийские власти назвали произошедшее попыткой сорвать переговоры в Женеве и отправили соответствующее письмо в Совет Безопасности ООН. Однако ни Совбез ООН, ни генеральный секретарь Пан Ги Мун пока не отреагировали. И вот, как стало известно, взрывов на самом деле было 3. Госсекретарь Соединенных Штатов Джон Керри выразил надежду, что серия взрывов в сирийской столице не повлияет на ход переговоров, и их участникам удастся достичь столь важного для всего мира соглашения о прекращении гражданской войны. По мнению Керри, альтернативы подобному решению нет. Мир должен сфокусироваться на том, как остановить страдания сирийского народа. И остановить эту войну. Ничто так не подорвет силы ИГИЛ, как соглашение по политическому урегулированию в Сирии, которое позволит всем заинтересованным сторонам сфокусироваться на уничтожении террористического халифата раз и навсегда. Накануне в Женеве делегация сирийской оппозиции встретилась со спецпосланником ООН по Сирии Стафаном де Мистурой. До этой встречи оппозиционеры грозились не участвовать в переговорах и выдвигали ряд требований правительству Асада. Без них переговоры, по их мнению, были невозможны. И, как сообщается, во время неформальной встречи де Мистуре удалось уговорить их обсуждать требования к Асаду, освободить несколько сирийских городов и отпустить политзаключенных непосредственно в ходе переговоров. Между тем, из уст оппозиционеров продолжают звучать воинственные заявления. Сегодняшняя встреча с господином де Мистурой была очень позитивна. Однако я не буду комментировать всех тех, кто представляет официальные сирийские власти. Если бы говорили дети из Мадаи, я бы преклонился перед ними. А те, что представляют сирийский режим, пусть катятся к своему режиму.
Мы встретились с нашими друзьями из Сирии, мы обсуждали сложившуюся ситуацию. Все те, кто участвовал в переговорах, пользуются поддержкой сирийского народа. Сирийская правительственная делегация прибыла в Женеву еще в минувшую пятницу и ожидала в течение всего уикенда прибытия делегации своих оппонентов. Как заявил представитель Сирии в ООН Башар Джафари, он же является главой делегации официальных сирийских властей, переговоры будут непрямыми, и он и его коллеги до сих пор не знают, с кем именно они ведут переговоры. Джафари также выдвинул требования противоположной стороне. Мы не знаем, кто будет сидеть напротив нас на переговорах. Ни мы, ни ООН не знаем конкретных имен представителей делегации, с которой мы будем вести диалог. Мы твердо заявляем, что мы не будем вести переговоры с террористами. Тем временем ВВС Турции объявил оранжевый уровень тревоги, что означает приведение самолетов в полную боевую готовность. Это произошло сразу после того, как турецкие власти сообщили о нарушении воздушного пространства страны российским бомбардировщиком Су-34. Как сообщают мировые СМИ, это означает, что каждый турецкий боевой самолет получает право атаковать любые цели без предварительного согласования с командованием. Турецкие власти заявляют, что, как и в случае со сбитым Су-24, российский экипаж получал неоднократные предупреждения о приближении границы на русском и английском языках. Глава МИД Турции заявил, что Москве переданы данные, доказывающие нарушение воздушного пространства страны. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о необходимости срочной встречи с Путиным. Реакция от российского лидера, как и в прошлый раз, не последовала. Зато появилась реакция блока НАТО, в который входит Турция. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию больше не вторгаться в воздушное пространство страны Североатлантического союза. Прошлые инциденты показали, как могут быть опасны подобные действия, подчеркнул Столтенберг. Министерство обороны России отрицает как факт нарушения турецкой границы, так и передачу доказательств. В ведомстве обвинения назвали согласованной с НАТО голословной пропагандой. Говоришь же всерьез о том, что с помощью этих радаров кто-то кого-то еще и предупреждал на русском и английском языках, могут лишь безграмотные пропагандисты, насмотревшиеся голливудских боевиков. Со своей стороны можем категорично заявить, что ни российскими средствами ПВО в Сирии, ни сирийскими РЛС контроля воздушного пространства никаких нарушений сирийско-турецкой границы не зафиксировано, не говоря о том, что каких-либо голосовых контактов турецкой стороны с нашими пилотами уже давно нет. Между тем, Федеральная служба безопасности России заявила, что к взрыву российского лайнера в Египте могут быть причастны турецкие спецслужбы. В частности, российская контрразведка подозревает в этом членов турецкой радикальной организации «Серые волки». Они, по мнению спецслужбистов, связаны и с исламским государством, и с турецкой разведкой. Никаких весомых доказательств ФСБ не предоставила. Все погибшие во время сильнейшего пожара в центре Москвы оказались выходцами из Кыргызстана и Узбекистана. Среди них 3 детей, один из которых младенец. Напомним, что пожарные в течение 4 часов не могли справиться с огнем во время тушения швейного цеха на улице Стромынка. В пожаре полностью сгорели сам цех и прилегающее к нему жилое помещение. По предварительным данным, предприятие работало легально, но жить в нем мигранты не имели права. По информации РБК, здание за сутки до пожара было выставлено на продажу за 370 миллионов рублей. Следователи считают основной причиной возгорания и гибели людей поджог сразу в нескольких местах. Трагедия вызвала живейшую реакцию в Кыргызстане. Случившееся активно обсуждается в СМИ и в соцсетях. В Москву срочно вылетела вице-премьер страны. Президент Кыргызстана заявил, что семьям погибших будет оказана материальная помощь. Адилет Бектурсунов с подробностями. Пожар произошел в ночь на 31 января. Огнем было охвачено порядка 3000 квадратных метров промышленного цеха. Посольство подтвердило гибель 12 человек, в том числе одного несовершеннолетнего ребенка. Среди них 8 граждан Кыргызской республики, 2 этнических кыргызов, граждан Российской Федерации, а также 2 граждан другого государства. Швейный цех арендовал кыргызстанец Алым Тогузаков. Бизнесмен последние 3 года снимал в здании 3 этажа и производил подушки. По сообщениям наших коллег в Москве, в день трагедии сотрудники отмечали праздник. Брат арендатора Мурат Тогузаков мне рассказывает, что вроде бы они отпраздновали
праздновали чью-то день рождения, либо рождение сына. Он еще отмечает, что были лишние люди. То есть, по его рассказам, там работали 12 человек, но в ту ночь пожара их было больше 15 человек. Он отмечает, что были люди со стороны тоже. Пожар тушили 4 часа. Старое здание с деревянным кровом вспыхнуло буквально за считанные минуты. Выбраться из пекла смогли лишь 4. Погибшие граждане Кыргызстана были уроженцами Баткенской области. Посольство уже обнародовало их имена. При пожаре погиб сын Аламбека Тоғузакова, Еркинбек Тоғузаков, который управлял этим бизнесом. И то есть все остальные были то есть родственники со стороны матери, со стороны отца. И это были родственники из Баткенской области. В основном это были молодые люди от 20 до 35 лет. Вот. И они там жили, оставались, работали вот в этом помещении. Причины пожара пока не ясны, но следствие проверяет версию умышленного поджога. На месте пожара было обнаружено более 2 источников распространения огня. Посольство Кыргызстана расследование дела взяло под особый контроль. Пострадавшим и близким будет оказана помощь. Адилет Бектурсунов. Настоящее время. Кустарной добычей золота в Кыргызстане занимаются целые села. В Нарынской области, где вообще нет никакого производства, это популярный вид заработка. Пугает местных лишь холод и путь до работы. Переправляться через реку приходится на обычном канате. Температура воздуха в регионе при этом нередко опускается до 35 градусов, рассказывает Жибек Бегалеева. День, 2-3 раза я на этот кладбище прохожу. Всегда думал, как мои деды, отец лежит. Он хотел, чтобы я стал спортсменом. Чем теперь занимается его сын, отец Мурата так и не узнал. Умер до перестройки. И будь его отец жив, о том, как его сын добирается на работу, он уже точно не узнал бы. Об этой переправе Мурат не рассказывает даже жене, не отпустит потом. Хлипкая люлька на канате не самое страшное. Когда кабина остается на том берегу, переправляться через реку приходится на руках. Потом еще несколько километров по кромке льда. Здесь, в верховьях Нарына, прямо посреди замерзшей реки, работает его бригада. В воде они ищут золото. Бывали случаи, ты незаконно работаете, так сказали, но они не заставили нас гонять. Экологию не портим мы, не разрушаем, только камни на водах разворачиваем и все. Температура воды минус 10, воздуха почти минус 30 градусов. Но мороза они словно не замечают. Все коренные жители Нарына, самого холодного региона республики. Я никогда не мерзну. Российские русские моржи моются же на 20 градусов. В воду погружаются по очереди. На каждом специальный резиновый костюм. Без него никак. Промокнешь и замерзнешь сразу. Еще нельзя отходить от берега, унесет течением. Жаловаться на свою работу не хотят. Говорят, спасибо, есть хоть такая. Было бы хорошо, если была бы другая работа, конечно. Вот говорили, ГЭС построят, мы радовались, а теперь стройку остановили. За счет золотого промысла в Нарыне живут целые деревни. Желтый металл, считают старатели, притягивает. Личный доход, еще плюс как азарт, что ли, выходит работать. Не все, но интересуются многие. И даже бывало случаи, почти что весь села выходила и работала. Никто не богатый. Не видел таких. Но зато на свою жизнь хватает. Огромных самородков в Нарыне еще не находили. Самый большой слиток на память у Мурата весил всего 5 граммов. Обычно частички драгоценного металла бывают еще мельче. Отделять его от песка непросто. Промывать нужно все это до тех пор, пока здесь не останутся только крупные камни. И тогда мы уберем крупные камни, и вот тут у нас в остатке будут, возможно, маленькие мелкие слитки. Ну, теперь посмотрим, что мы тут намыли. В итоге вот микроскопический кусочек золота. Не знаю, даже видно ли его в камеру, но и это считается большой удачей, потому что если за день бригада намоет хотя бы грамм золота, то день считается очень успешным.
В лучшие дни в алюминиевой плошке набирается до 3-4 граммов золотых крупиц. А бывает так, что бригада уходит вообще ни с чем. Раз в месяц Мурат приходит сдавать золото в этот магазин. Выручка выходит небольшая. На каждого члена бригады примерно по $150. Для кыргызской провинции это не такая уж маленькая сумма. Поэтому на следующий день Мурат снова идет на работу через кладбище, где похоронен его отец. И точно так же, как он, Мурат мечтает вырастить своего сына спортсменом. Джибек Бегалиева, Азат Интымаков. Настоящее время. Нарынская область, Кыргызстан. Одна из новейших казахстанских автотрасс Алмата-Капшагай буквально превратилась в ледяной каток. В последние дни там зафиксировано рекордное количество аварий. А некоторые водители выкладывают в интернет видеоролики, на которых они катаются по автобану на коньках. Вот кадры одного из таких видео. Как в личной беседе рассказали нашим корреспондентам сотрудники ДПС, автотрасса действительно является одной из лучших в Казахстане. И строили ее с использованием передовых европейских технологий. Однако во время строительства были проигнорированы местные погодные условия. Поливать трассу противогололедными жидкостями запрещено. Это может испортить ее покрытие. Рекомендованную гранитную крошку степной ветер сдувает в считанные секунды. В результате на протяжении всей зимы дорога представляет собой очень опасный и непригодный для движения каток. Далее в программе. В сепаратистском Донецке ищут тех, кто хотел взорвать Ленина. Пока схватили волонтеров из Всемирной детской организации ЮНИСЕФ и профессора религиоведа. Когда молоко и мясо закончатся навсегда. Молоко из тараканов и котлеты из кузнечиков. Ближайшее будущее человечества. Его можно использовать для изготовления салатной заправки. Вот уже третьи сутки в Донецке под стражей остается лидер группы волонтеров «Ответственные граждане» Марина Черенкова. Она успела отправить своим коллегам сообщение, что ее задержали сотрудники Министерства госбезопасности, так называемой ДНР. По словам ее соратника Энрике Менендеса, обвинения в адрес Черенковой строятся на факте сотрудничества с международными организациями. Группа «Ответственные граждане» официально работает с ЮНИСЕФ. С первых дней конфликта на Донбассе собирает гуманитарную помощь и распределяет ее среди наиболее незащищенных жителей Донецкой области. Почти одновременно с Черенковой в Донецке исчез известный ученый Игорь Козловский. Кандидат исторических наук, доктор Центра Discovery, он оставался в Донецке работать и ухаживать за своим тяжело больным сыном. Волна шпиономании и арестов покатилась по непризнанной республике сразу после попытки подрыва памятника Ленину в центре города в ночь с 27 на 28 января. Камеры видеонаблюдения зафиксировали двух молодых людей, которые подложили на постамент бомбу. Какое отношение к этому могут иметь задержанные лидеры сепаратистов, не объясняют. Они вообще не комментируют произошедшее. Я понимаю, для вас они весьма, наверное, являются, важными фигурами, потому что вот меня по ним беспокоит регулярно. Это телеканал «Дождь», вот видите, ваше издание. Больше никто ими не обеспокоен в большей степени. Но это не моя зона ответственности, это занимается Министерство государственной безопасности. Поэтому ничем вам помочь здесь не могу. Сегодня волонтеры из группы «Ответственные граждане» безуспешно объехали все основные силовые органы сепаратистов. Родственники написали заявление в прокуратуру. В российском Донецке продолжился процесс по делу украинской летчицы Надежды Савченко, которая, как утверждает ее защита, также была в свое время похищена. Сегодня она дает показания, в том числе рассказывает и о своей службе в армии, аннексии Крыма, событиях на Киевском Майдане и войне на Донбассе. На процессе присутствует наш корреспондент Елена Романова. Допрос Надежды Савченко в суде не обошелся без сенсаций. В ходе допроса она опознала одного из тех мужчин, кто принимал участие в ее похищении летом 2014 года. По словам адвокатов украинской летчицы, до сих пор этот человек фигурировал в ее показаниях как некий мужчина с бородой. И лишь совсем недавно она опознала в нем бывшего сотрудника администрации президента России, некого Павла Карпова. Перед допросом Надежда выступила с открытым обращением к уполномоченному по правам человека в России. Она попросила Эллу Памфилову обратить внимание на притеснение украинского языка в России в целом и в российских судах в частности. Донецкий суд несколько раз отказался принимать во внимание данные ее защиты, которые поступали в суд на украинском языке, хотя в суде постоянно присутствует переводчик. Следует напомнить, что несколько заседаний назад судья Степаненко отказался приобщить к делу показания украинского специалиста сотовой связи Геннадия Иванова, который приехал на суд, чтобы подтвердить достоверность данных биллинга с телефона Савченко. Это был один из главных аргументов защиты украинской летчицы, поскольку данные биллинга ее телефона показывали, что в момент гибели российских журналистов Надежда Савченко уже была в плену у луганских сепаратистов и не могла корректировать огонь, как настаивает сторона обвинения.
В российском Ростове-на-Дону прошла массовая арт-акция в поддержку рубля. Митингующие вышли на улицы с плакатами ироничного содержания. Наш корреспондент Александр Касаткин наблюдал за событиями. Я вообще не экономист, я спасать ничего не могу. Я просто знаю, что во власти должны быть люди, которые не врут, не воруют, которые признают законы. 30 января в Ростовском парке строителей прошла акция в поддержку российского рубля. Правительство должно получить экономическое образование или советоваться с экономистами, которые зарекомендовали себя как профессионалы. Впрочем, для многих рецепт спасения рубля очевиден. Вернуть Крым, прекратить поддерживать террористов на Донбассе. Возможно, сменить власть выборным путем. Как ни странно, мирная акция была разрешена властями города и прошла без эксцессов. Даже неуважаемый мной Александр Григорьевич Лукашенко сказал, свои земли нужно возделать, прежде чем куда-то лезть. А у нас, по словам патриарха, оборонительная война в Сирии, оказывается, и так далее. Я считаю, это дорого. Региональный политик считает, что властям надо перестать бояться. Не бояться тому, что власть не будет переизбрана на новый срок, признаться обществу и внутри страны и мировому, что было сделано очень много ошибок, и все-таки вернуть в правительство экономистов либеральных. Александр Касаткин, Елена Романова. Настоящее время. Новость для кулинаров с крепкими нервами. У вас закончилось масло для заправки салата или надоел привычный рецепт? Возможно, вам помогут кузнечики из ближайшего парка. Ученые получают из этих насекомых вполне съедобный и, главное, очень здоровый продукт. Подробности в репортаже наших коллег из «Голоса Америки». Несмотря на то, что многие виды насекомых считаются деликатесом в самых разных странах мира, для большинства из нас их употребление в пищу, мягко говоря, представляется не очень приятным процессом. В странах Запада нет развитой культуры поедания насекомых целиком, поэтому люди лучше относятся к идее протеинового порошка из них. Это освобождает от необходимости видеть исходный продукт. Насекомые можно использовать для извлечения масла, и сегодня мы исследуем возможность его применения в кулинарии и как отдельный питательный ингредиент. Специалист из Мексики, работающий в университете в Голландии, отмечает, что насекомые являются богатым источником полезных для сердца жирных кислот омега-3. Основным источником для их производства является рыба, однако рыбные запасы Мирового океана не безграничны. Идею расширения использования насекомых при изготовлении продуктов питания поддерживает Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций. В отчете за 2013 год агентства ООН сообщается, что подобное производство имеет минимальное негативное влияние на окружающую среду и может оказать положительное влияние на объемы питания в мире. Эксперты отмечают, что насекомые не требуют значительных ресурсов для их коммерческого производства и являются богатым источником белка, а также жиров, витаминов, клетчатки и минералов. Однако не все они пригодны для производства хорошего масла. Тараканы, например, не годятся. Тем не менее, исследователи отмечают, что разные насекомые – это разные возможности текстуры и вкуса. Вот этот, например, очень жидкий, и у него один цвет. А вот этот, он полутвердый и несколько матовый, так что его можно использовать для изготовления салатной заправки и выпечки, поскольку этот процесс требует твердых жиров. Маслу из насекомых еще предстоят тесты на безопасность для употребления в пищу. Однако, быть может, преодоление фактора противности подобных продуктов потребует еще больших усилий. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и на сайте currenttime.tv. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго!